Здравствуйте, в студии Николай Борисов и на телеканале Якутия-24 обзор чрезвычайных происшествий. В дежурную часть полиции Мирного поступило сообщение о том, что в подъезде одного из многоквартирных домов находится нетрезвый мужчина с огнестрельным оружием. Прибывшими сотрудниками ППС был задержан и доставлен в отдел 32-летний местный житель. При задержании у него был изъят обрез огнестрельного ружья ТОС-8. Возбуждено уголовное дело о незаконном ношении оружия. Суд обязал взыскать с золотодобывающей компании в Якутии 46 миллионов рублей в качестве возмещенного ущерба за загрязнение реки. Артель старателей Нимгиркан, добывающий золото в Алданском районе, допустил загрязнение реки Унга-Нимгиркан. Верховный суд Якутии, рассмотрев дело, оставил решение суда первой инстанции без изменения. В суде установлено, что у предприятия не было разрешения на сброс сточных вод в реку. Расчет размера вреда, причиненного окружающей среде, признан обоснованным и верным. Стали известны подробности еще одного дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего. В столице республики на пешеходном переходе был сбит 7-летний мальчик, который получил множественные переломы. Полиция обращается к родителям. На улице Тимирязева 51-летний водитель, управляя автомашиной Audi A3, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 7 лет, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пешеход получил множественные ушибы. Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными на дорогах, с водителем снижать скорость автомашины перед пешеходными переходами вблизи общеобразовательных учреждений. Ну а также хотелось бы обратиться ко всем родителям, у которых есть дети и которые обучаются в образовательных учреждениях, чтобы они со своими детьми еще раз провели беседы по правильному перехождению дороги по установленным для этого местам. Создали маршрут дом-школа-дом, именно безопасный маршрут дом-школа-дом. Бывший муж избил 70-летнюю женщину. В дежурную часть полиции Нерюнгри обратилась пенсионерка. По словам заявительницы, они и бывший супруг проживали в одной квартире. Пьяный 58-летний мужчина избил потерпевшую тростью и строительным инструментом. В результате бабушка попала в больницу. Мужчина вину признал. Возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит срок до 2 лет. Воспитательница детского сада в Якутии грубо обращается с детьми. Соответствующее видео распространяется в социальных сетях. На кадрах видно, что женщина тащит кровать со спящим в ней ребенком, затем подходит к кровати другого воспитанника и грубо переворачивает его, дергая за руку и удерживая за голову. Предположительно, случай произошел в детском саду Мэри Поппинс. По данному факту прокуратура города Якутска направила требования в Роспотребнадзор по республике для проведения внеплановой проверки соблюдения лицензионных условий. Также инициировано проведение процессуальной проверки органами полиции для дачи юридической оценки действиям женщины. По всем выявленным нарушениям будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры города. Организатора преступной группы, которая незаконно добыла золото на сумму 80 миллионов рублей в Аймиконском Улусе, приговорили к условному сроку и назначили штраф, сумма которого не уточняется. Группа добыла свыше 45 килограммов природного золота. Также они умудрились реализовать металл и получить доход на 25 миллионов рублей, что является незаконным предпринимательством. Сотрудники правоохранительных органов стали лидерами прошлого года по числу осужденных за коррупцию. В материалах к выступлению в Совете Федерации генерального прокурора России Юрия Чайки говорится, что за коррупционные преступления осуждено более 1000 сотрудников правоохранительных органов, 871 чиновник из органов власти или местного самоуправления. Кроме того, осуждены 108 депутатов различных уровней и 23 прокурора и судьи. При этом в минувшем году сократилось количество выявляемых взяток. Их было 12 111 фактов, в то время как в 2016 году выявили 14 500. Экстренные службы Якутии приняли участие в всероссийско-командно-штабных учениях. Мероприятие прошло в рамках подготовки к паводковому периоду и пожароопасному сезону. Днем ранее проверили пункты временного размещения людей и системы оповещения. Организовали мобилизацию с определенной легендой. Какова готовность бойцов к сезону? Репортаж с Аргаланы Захаровой. Лена в этом году неспокойна. Река вышла из берегов. Подтопила районы Якутска, поселения Намского и Хангаласского районов. К мобилизации готовы все подразделения экстренных служб республики. На построении 200 человек. Такая легенда, сценарий. На основании этого сегодня были проверены пункты временного размещения. Они оснащены
медикаментами, продовольствием, заключены, вернее, договора, обеспечена охрана общественного порядка, обеспечена противопожарная безопасность, проверенные данных пунктов временного размещения. Командиры взводов дают приказ, и бойцы срываются с места. Зону чрезвычайной ситуации. Ну, вообще у нас в готовности 29 единиц техники, из них 10 плавсредств. Вот, из плавсредств именно к паводковому мероприятию мы подготовили 2 катера, судно на воздушной подушке «Арго», вот, ну и лодки цельнометаллические и ПВХ. Подготовила спецтехнику и служба спасения Якутии. Неделю назад прошел полевые испытания новый тягач Брянского автозавода. Вездеход без проблем преодолел 600 километров по воде и тайге до поселка Сибянкёль. А можно завозить любой гуманитарный груз. Грузоподъемность у него очень большая и проходимость хорошая, выше, чем у КАМАЗов, Уралов. Поэтому мы надеемся, что она себя хорошо покажет. Здесь находится целый больничный блок, перевязочный пункт, служба экстренной помощи пострадавшим и, конечно же, приемный покой с госпиталю на 8 коек. Пока он сейчас находится в собранном виде, но при необходимости медицина катастроф развернет его в считанные минуты. В Якутии 6 подобных центров, по одному на каждую группу районов. При худшей обстановке мы привлекаем наши силы и средства Центра медицины катастроф. Это 10 бригад специализированной медпомощи, 1 бригада экстренного реагирования, 1 бригада мобильного медицинского отряда. В этом году из-за большого количества снега гидрометеорологи прогнозируют потопление десятков населенных пунктов. А значит, и у сотрудников экстренных служб не будет времени на отдых. Масштабные учения продлятся до 19 апреля. Светлана Захарова, Николай Необутов, Якутск. На этом все. Берегите себя.